Здравствуйте, уважаемые жюри и участники. Меня зовут Игнат Юра, я ученик 6 класса Намскусной гимназии. И тема моего доклада — репюниты. Данная исследовательская работа посвящена изучению особенных интересных чисел, которые мы не изучаем в школьной программе. Но всем, кто любит математику, было бы очень интересно. Именно поэтому мы выбрали эту тему. Актуальность данной темы заключается в том, что использование нестандартных приемов вычислительных навыков помогает быстрому вычислению. Предмет исследования — натуральные числа. Объект исследования — репюниты. Цель — познакомиться с числами-репюнитами и выявить эффективность их применения для решения задач. Гипотеза: если использовать нестандартные приемы вычислений, то скорость вычислений увеличивается, а количество ошибок уменьшаются. Задачи: изучить литературу о репюнитах, узнать историю возникновения данных удивительных чисел и что было создано интересного в этом направлении, привести примеры современных репюнитов, показать их разнообразие, вызвать интерес одноклассников к теме, исследовать способы составления репюнитов и применения полученных знаний для решения занимательных задач. Практическая значимость: выпуск сборника занимательных задач с использованием репюнитов для подготовки обучающихся к олимпиадам, придумать самому интересные задачи и ребусы. Репюниты с английского переводится как повторенная единица. Натуральные числа, запись которых состоит из одних единиц. В результате умножения некоторых мы получаем палиндромы. Палиндромы — это те числа, которые считаются слева направо и справа налево одинаково. Перед вами числовая пирамида. С левой стороны репюниты, с правой стороны палиндромы. Чтобы до какой цифры писать, надо взглянуть на количество единиц меньше множителя. В третьем варианте у нас 2. Пишем до двойки. Чтобы узнать, сколько раз писать среднюю цифру, вычитаем количество единиц с большего множителя меньше, прибавляем 1. 4 минус 2 плюс 1 равняется 3. Двойку пишем 3 раза и заканчиваем обратным отсчетом до единицы. Таблица степени числа 11. Для того, чтобы возвести число 11 в степень, надо взглянуть на степень, которая ниже. Например, для 11 в пятой степени это 11 в четвертой степени. В 11 в пятой степени по краям пишем единицы. В 11 в четвертой степени суммируем все соседние числа, и их сумму пишем 11 в пятой степени. 1 плюс 4 равняется 5, 4 плюс 6 равняется 10. И у нас получилось двузначное число. Разряд десятка переходит к переднему числу, а разряд единиц остается. 5 плюс 1 равняется 6. Пишем 6. Благодаря рассмотренным способам я смог решить такие задачи. Вычислите. Для того, чтобы решать такие задачи, надо сократить верхние числа на множители, чтобы двое из них были репюнитами, и просуммировать все нижние числа. Сокращаем 6 из 36. У нас остается 111 111 в квадрате. Или же у нас получился палиндром. Таким способом можно придумать свою задачу как в варианте Б. Вот мои авторские ребусы. При умножении мы получаем зеркальные слова. Здесь во всех ребусах ответ получается 1. Вывод. Работа над данной исследовательской работой нашел для себя много нового и интересного, познакомившись с удивительными натуральными числами, репюнитами и палиндромами. Репюнит своими интересными свойствами связан с шестыми числами. В своей работе большое внимание уделил интересных фактов репюнитов, связанных с более интересными числами, как палиндромы. Перед вами вся использованная литература. Спасибо за внимание.